Ну что, звук есть, нет? Народ, звук есть или нет? Есть, да? Ну хорошо. Ах. Не только я волнуюсь, но и интернет тоже. Ну что, дорогие друзья, коли звук есть, скажу, у меня тут листами конкретный оврал. Кручу как могу. Так что 40 минут я буду крутить только. Если есть дела, идите спокойно. Потому что у меня очень много, даже не могу сказать, времени нужно, чтобы эти билеты всех покрутить. Идеал. Вот. И моя семья тоже помогает. Вот. Под чутким контролем жены. В общем, вся семья на ногах. Так что, ребята, у вас есть время. Немножко есть времени. Есть, ну, полчасика точно есть. Но я тут вышел на прямой эфир из своего телефона. Так что победителю позвоню из чужого номера. Надеюсь, победитель, надеюсь, не испугается, поднимет трубу. Вот. Никто не против, надеюсь? Или, коли мне придется позвонить из своего, то придется отключиться. Вот в чем дело. Отключиться во время эфира. Вот. Бумажек очень много. Ну что, полтинник всего, да? Ну, если кто в курсе, сегодня День Победы. День Победы 9 мая. Вся Якутия точно следила за борьбой. Кубок мира проходил у нас эти 2 дня. Наконец-то спустя 7 лет Кубок мира вернулась в Россию. С теми поздравляю, ребят. Внимательно следили за борьбой. Наши ребята, мои земляки Ариан Тютерин, Виктор Рассадин показали достойную борьбу и принесли заветные очки своей команде, то есть России. Вот. И поэтому очень настроение праздничное, надо сказать. Да, победа пришла нелегко. В прямом эфире вещали по YouTube по всему миру. Может, кто увидел своих. В сборной России очень много борцов из Кавказа, надо сказать. Всех я не знаю, честно говорю. И не буду останавливаться, каких национальностей и так далее. По той простой причине я их, к сожалению, не знаю. Стыдно, да. Стыдно. Но борьба у нас в республике
спорт номер один. Вот. И этот праздник, на мой взгляд, очень красиво удался. Красивые схватки. Насчет организации, насчет проведения соревнований, все гости, и судьи, и гости отметили на 10 баллов. То есть все понравилось гостям и судьям. Ну, если будете смотреть, сами убедитесь, там никакой откладки. После схватки буквально через 10 секунд входят другие борцы. Все идет так двумя АБ коврами. Я как если. Вот. А насчет зрителей. Полный зал. Ну, сказали 1400, если не ошибаюсь, 8 входит зрителей. Полный аншлаг. 2 дня. С утра до вечера. Все следили, болели. И как отметил главный тренер сборной, вот, самый профессиональный зритель — это якутский зритель. Так и сказал в своем интервью здесь на канале ВК Саха. Но это действительно так. Самый гуманный и самый профессиональный зритель — это якутский зритель, говорит. То есть невозможно обмануть зрителей. Они все смотрят, анализируют, мгновенная реакция. Но никакой агрессии, никакого такого пессимизма среди зрителей нету. Почему? Это спокон веков известно. Народ Якутии гостеприимный, доброжелательный. Вот недаром тут в нашей республике живет более 148 национальностей. В дружбе живем. Здорово, Денис. Так, ну еще есть время, ребята, время идет, время есть. Признаюсь, я не успел. Если кто знает, кто видел, завтра, послезавтра в дорогу. В авральном состоянии нахожусь уже месяц, надо сказать. Даже вот прическа моя, отдыхая расческа, дрова. Вот. Ну, 99% готов к выставке. Вот. Некоторые приобрели ножики, которые уже готовые. Вот. Которые я уже завтра отправлю. С утреца пойду. Отправлю. Что там? Надеюсь, в Питере ждут. 99% готов. Но если еще постараться, то по чесноку 87. Но это уже не 50, не 30. Ну а так, зомбирую. То есть днем и ночью работаю. Честно признаюсь, я очень устал. Но, несмотря на это, ответственность и ваши добродушные, надо сказать, отметить отношения к нашему общему делу. Вот. Это вселяет надежду, силу. Люди доверились. Вот.
И этот процесс идет, будет идти и так далее, дальше. Не будем ограничиться этой месяцем и апреле. Насчет апреля у меня есть конкретный сюрприз. Хотел сказать в конце эфира, но в связи с тем, что у меня еще время есть, нечего говорить, комментировать. Спешу, очень спешу. Вся семья на ногах. Каждый билетик достигнет банку. Ни один билет не упадет. Все попадут в банку. После этого начнем. Надеюсь, батарейка не сядет, интернет не уйдет. Так что еще есть время, ребят. Время навалом. Ну, в этой неделе очень насыщенная неделя. Сказал, в середине недели хотел поменять правила. Но благодаря вам, моим подписчикам, отзывам, решили, что оставим старое положение, ничего не меняется. То есть достаем билетик, номер, будем телефоном звать. Вот. Коли придет, коли возьмет, не возьмет, победитель остается. Мы это все решили. Вот. И вот у меня тут лежат 4 ножика. Из них будем выбирать второй лот. Первый лот уже здесь. Вот. Из этих 4 будем выбрать одного. Ну вот, ребята, я тут подумал. Чуть-чуть смелости себе набрал. И решил вот так. 20 апреля, а это у нас будет как разон суббота. Ага, суббота. 20 апреля. Будем 20:00 разыграть нашу игру. И 20 апреля я поставлю 5 ножей. 5. Вот. Так что думайте. 5 ножей из разных сталей и разновидностей. Как вам такое? И вы все в курсе, что посередине зимы оказался на улице, что все мое творение здесь, в этих 15 квадратных метрах. Вот. И что я строю в этом летом кузню. И вот такой у меня есть вопрос моим подписчикам. До этого я сказал, что немножко наглею, но язык не поворачивается. Ну, если кто видит впервые, для тех, кто впервые смотрит этот канал, я человек прямой и простой. Вот. Так что скажу прямо. Те финансы, которые поступят в месяце апреле, я буду вложить на строительство кузни. А этот мартовский лот мы будем по старой системе
делать благотворительность. Как вам такая идея? Пишите в комментариях. Привет. То есть, с вашего позволения, я апрельский финансовое поступление апрельского лота при вас. Все буду я снимать на видео. Сегодня сделал это, сегодня сделал то. Вот. На это ушло столько-то, на это столько-то. Вот. И мои, надо сказать, друзья, ближайшие магаданские, предложили мне оказать помощь в финансовом виде, когда услышали такое. Вот. И хотели поддержать давай пустим крик, типа создадим фонд и так далее, а я сам отказался. Не надо, ребят, это все. Потом думаю, ну, вроде один, как известно, один поле не воин. Да, желание есть, да, буду строить, да, но все зависит от финансов, правильно? А друг предложил мой друг, давний клиент, говорит, почему ты отказываешься? Ты делаешь людям добро, говорит. Ну да, вроде делает добро. Ну вот, если человек делает добро, делающий добро, ему хотят делать добро, почему ты должен отказываться, говорит. Я думаю, действительно, почему бы и нет. Промолчал, он говорит, звонит. Ну, короче, скажи, сколько надо, и мы это самое сделаем, и тебя отправим и так далее. Но я тоже, как честный коммунист, в кавычках, отказался. Не, ребят, не надо. А потом, через недельку-другую, ну, если люди хотят помочь, почему бы и нет, ты сам подумай, не осилишь один. Вот. По всему миру ходишь, делаешь добро, в прямом эфире разыгрываешь ножи, в прямом эфире и буквально даришь ножи людям и даришь те финансы нуждающим людям, правильно? Но если эти люди хотят тебе помочь, не отказывайся, говорит, советую. Потом ты будешь отчитываться за эти поступления, и мы будем все следить, действительно ли ты делаешь, действительно ты будешь использовать это. Например, ребят, наковальня, вот, сумма какая-то, ну, где-то под 40, да, вот. И скажи, говорит, на своем канале, говорит, ну, это наковальню ребята из, я не знаю, из Кемерово подарили. Ну, этот, я не знаю, там, столб, это каркас, откуда-то ребята подарили, то есть помогли финансово, за их деньги построила это. Эта часть вот оттуда, эта часть вот это, вот этот племомолот спонсировали ребят. Я думаю и молчу. Ну, действительно хорошо было бы. Ребята, самое главное то, что если в этом бачиме участвуют, ребята получают свое, да, то есть ножи получают подписчики, правильно? Правильно. Вот, и буду смотреть, говорит он. Вот, ваши наковальни, ребята, которые вы подарили, допустим, да, вот она так работает, вот она наконец поставил. И свой адрес подписчики получает уже ответ. Свой адрес. То есть скидывается группа энная,
не знаю на какую сумму, и просто отправляю человеку финансовую помощь. Вот и все. А я промолчал. До сих пор молчу. Не дал ответа. Вот я осмелел. Вот я немножко храбрости набрал. Думал эти дни. Ну, рассказать людям, говорить людям. Почему бы и нет. И одна на том видео про жизнь. Была же видео. Разочарованное такое лицо и так далее. И он говорит, одна женщина, бабушка, надо сказать, заметить, отправила 1000 рублей. И в описании было написано: для строительства кузни. И все. Я думал, там приобретение билета, номер. Она говорит, написала для строительства кузни. И еще добавила по WhatsApp, получила, да. И говорит, следующим летом, короче, то, говорит, написала, что стояла конкретно кузня. Ты будешь отчитываться, говорит. Дополнительная такая, надо сказать, нагрузка, ответственность. Ну, спасибо, я сказал. И все. Наверное, скромный. Ребята, если кто спешит, я не держу. Еще есть время. Много еще тут. Я не держу. Так что правила не изменяются, не меняются. Если кто желает, кому времени нет, можете потом посмотреть на видео. Вот. А так у меня работы много. Тут крутить и крутить. Так что можете идти. Если к вам придет звоночек, поздравляю, и все. А так кручу билетики, ребята. Кручу. Ни один билет не останется. Все войдет, все войдет. А так участников 80. 188. Так, ну что, насчет... Угу. Какой горн лучше? Газовый? Газовый по скорости лучше. Я уже приобрел. Приедет она в апреле. Обзорчик сделаю. Поискал и нашел ту самую, который действительно делает настоящие, проверенные. И не один год делает. Ну, как приедет, обзор сделаю. Посмотрим, как она будет работать. Но это уже после выставки. Вот. Но в связи с тем, что она дает, ну, плюсы, да? Плюсы газового горна. Равномерно греет, это уж точно. Быстро греет, это точно. Но в некоторых металлах это минус. То есть самые полезные вещества сдувает. Некоторые не согласятся, но я уже не один год, как говорится, в других горнах и углем, и на электрическом. Индукционный только осталось попробовать. Ну, будет время, посмотрим. И на индукционном тоже хочу приобрести очень быстро. Насчет качества, как микроволновка там работает, очень заманчиво. Именно за счет времени.
Очень заманчивая. Насчет затрат, самый оптимальный вариант это газ. Газ. Некоторых металлов, да, просто сдувает все полезные молекулы. После этого уже металл не становится крепче. Иных горнах совсем иной результат, конкретный. Плюсов больше нету, по-моему. Да, опаздываем, дорогие друзья. Ну, надеюсь, 9:00 начнем. Так что время есть. Чайку попейте, гараж закройте или откройте. Может, кто доедет. Да, ребят? Никто не хочет за пределы банки оставаться, да? Тригонов-Суханада день 188 участников. Очень насыщенная неделя. Очень насыщенная. Давненько такой недели не было. Но я тоже сам предполагал, что перед отправкой, перед поездкой еще даты перенес. Ну, а там уже, ребят, полмесяца уже дома не буду. И то дела по хозяйству пацаны подошли, помогли. Спасибо им огромное. Не знаю, 21-22. Но знаю, что, точно знаю, что откроем глаза. Здорово, Серега. Ну, мое личное мнение, что если начинающие кузнецы здесь на канале сидят, должен отметить, что он должен познать все. Если ты перешел от 1 класса сразу на 5 класс учиться в школе, ты не будешь знать, что было в 3, что было в 4 классах. Но это будет уже тебе не помогать. Вот. Фальши не любит кузнечное дело. Фальши никакого не терпит, не любит. Тут обманывать будешь только себя. Вот и все. Но если ты хочешь по полочкам, по сантиметру, по миллиметру, по градусам, если ты знаешь это, не только почувствовал, не только сделал, но ты уже знаешь 100%, может быть и так, может быть и сяк, ты профессионал. Ты будешь хорошим кузнецом. А если ты не знаешь, кто-то тебе сказал, хороший знакомый, коллега, там типа опа, значит она такая, значит это такая. Это неправда, ребята. Это не то. Об этом уже, если ты сам не сделал, ну, у каждого человека энергетика другая. Насчет этого вы согласны? У каждого человека возраст не идентичен, да? Вроде металл, вроде металл тот же, температура та же земля, тот же воздух, но из-за энергетики человека, то есть самого кузнеца, меняется не все, конечно, но уже эквивалент уже существует. Да, ребят, нынче рекорд, да, после декабрьской там 60, по-моему, будет, 67. Нынче рекорд, поэтому вот Авральчик, и там моя семья крутит, вертит, и тут я сижу. Да, правильно заметили, я тоже стесняюсь немножко, но хорошие тесты, хорошие видики будут в апреле. Наконец-то приступлю к своим
заветным, долгожданным заказом. Вот, все приготовлено. Вот. И после поездки из Москвы привезу 2 металла, которых одного в России никто не делает. В России. Пока буду интригу держать. После теста покажу. Ну, в общем, будем подниматься на другой уровень чуток. А с Эльмаксом мы потихоньку отойдем. Хюга Ору. Вот это решает, ребят. Вот это. Главное, ребята, моя задача ответственно все положить в баночку. А что на крючке, какой номер, решает он. Не буду я там ковыряться именно это. Просто не получится. Просто. Не получится. Ну, должен заметить, в этом матовском лоте участвует уже не первый раз Казахстан, Киргизия. Не первый раз участвует Латвия, Грузия, Азербайджан. Вот. И вся наша необъятная Россия. И много-много-много своих земляков, что очень меня радует. Наконец-то уже что-то услышали, что-то заметили. Вот поэтому я очень рад, что немало тут номеров из республики Саха. Да, еще много иблетов надо крутить. Но уже половина банки. Если там мои помощники докончат, начнем. Они там закончат. Да, кому-то точно повезет. Далее Восток, Ханты-Мансийск, Краснодар, Красноярск, Самара, Кемерово, Тюмень, весь Дальний Восток. О, напомнили, из Германии. Кстати, номер только что там положил. У них там длинный такой. Новобрянск. И тут немало людей, которые не подписаны на канал. Вот. Смотрят онлайн, открытый доступ. Ну, возможно, в будущем создаю группу чисто для подписчиков. И чисто там будем разыграть еще наиболее суперских ножей. Но с одной стороны это хорошо для подписчиков, с другой стороны для общего доступа могли бы участвовать, посмотреть в следующий раз. Участвовать. Привет, Питер. Как там погода в Питере? Подштанники носим, нет? Или сняли уже? Говорят, в Москве +5. У вас как? С погодой.
Питер. Отвлекся. +6. Это где? В Москве? Гуси прилетели у кого-нибудь? Там, где... Питер, ага, ну хорошо. Да, тяжелая неделя. Можно? Как раз про рассрочку. Я вот на Питере должен прийти на выставке один хозяин ножа, который платил в течение почти года по частям. Вот. Самое главное, как последний чек отправил, последнюю сумму оплаты. Вот. Сразу по видеозвонку радостное такое лицо. Наконец-то. Ну, поздравляю, говорю. Какой? Да вот такой. Так что, дорогой, если ты меня слышишь, я твой нож сделал, с собой возьму, на выставке встретимся. Без проблем. Самые хорошие условия. В чем бы и нет. Главное, получаешь то, что хотел. Вот. С пожизненной гарантией. Пожизненной. Это разве плохо? Отправляюсь по частям. Когда угодно, сколько угодно. Я же не отказываюсь. Вы не оплатили. Того нету. Сразу смотрю чеки, дату. Действительно, столько отправил. Посчитаю. Сумма ножа. Все. Принято, напишу. Все. Так, Амурская область. Ну, нынче говорят, у нас в Якутии на 2 недели раньше придет весна. Ну, уже про павода говорят, по телеку. Ну вот, фокусы такие. То уходит, то приходит. Всемогущий Wi-Fi. Татен. Да, интернет пропал и пришел, слава богу. Надеюсь, не уйдет. Или еще пропадет. Но я до последнего буду держаться. Разыгрываться будут ножик. Руки заняты. Скажу. +6. Сейчас нормально, нет? Опять зависло, нет? Показывает?
Руки заняты, я покажу. Кстати, да, выбирайте. Вот, ребята, не будем терять, как говорится, время. Вот 4 ножа. Выбирайте. Вот такие вот красавчики. Обратите внимание. Пока есть время, пока кручу. Вот такой неширокий дол. Эльмакс. Премиальный. Ну-ка, проверим-ка длину. 11,1. Запомните, Эльмакс в темном в коже. 11,1 под номером 1. Сейчас будем выбирать. Неолокс. Рукоять орех. Тут 3. Очень тоненький. Насчет крепкости 59 точно есть. Вот длину. Сейчас. 12 ровно. Это номер 2. Номер 3. Кап березы в темном. Кованый дол, клеймо мастера. Сталь Неолокс. Длина 12,5. Это номер 3. Ух ты. И наконец, в светлом. Эльмакс первый класс. То есть 58-59 по Рокуэлли. $12 ровно. Ножная чепражная. Рисунками. Конский волос. Итак, выбираем. Так, по нумерологии. Этот номер 1. Номер 2. Номер 3. И 4. Даю вам ровно 10 минут. 45 тонны. Угу. Идет голосование. 4, 4, 3, 4. Ну, 1 все, конечно. 4, 4, 4. Эх. Ну, по всей вероятности, 4 понравилась. Да. Из 82 человек проголосовали больше 10 человек. Вот номер. Студию 4. Светлом. Ура. Но пока вердикт не вышел, ребята.
Вердикт пока не закончен. 4, 4, 4. А почему понравилось 4, ребята? Скажите-ка. Потому что светлый? Или с рисунками? Четыре. Орнаментом. Но есть рисунок. Кстати, ручная работа. Полностью. 100%. Красивый. Да, из Элмакса. О! Третий. Пятого нету. Да, действительно. Почему бы и нет? Хорошая идея, кстати. Пусть победит, выбирает победитель. Действительно, да, почему бы и нет. Тогда, ребята, сейчас посмотрим. Кто за то, что победитель выбрал сам. Я уже приставил ножики. Тут они у меня лежат. Давайте поднимаем руки. Кто за то, чтобы победитель сам выбрал. Какой ножик? Можно и так. Хорошо. Хорошо, ребята, я понял. То есть пусть победитель сам выбирает. Правильно? Хорошо. Вот и выяснили. Хорошо, 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 хорошо. Ну вот, в следующем розыгрыше, апрельском, будет 5 ножей. И мы будем то же самое сделать. Выберет победитель номеров. Тоже та же самая система. Вытащим один номер. Вот. И победитель сразу же выбирает сам. Но вот тут возникает вопрос. Тут многие, 95% смотрят эфир из смартфона. К нему звонят. И давай, говорит, выбери. А может он ошибается. Хотел третью, ну сказал пятую. Тут как быть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Народ могучий. Терпение, Валерий. Я тоже сам спешу. Ну, ваши варианты, ребята. Ваши варианты. Как быть тогда? Номер напомнить? Ну, не знаю. Да, из двух. Я-то да, а они. То есть вы. Терпение, терпение, благодетель. Больше сказать ничего не могу, ребята. Терпение. Осталось немножко, но осталось. Пока есть время, пока есть, как говорится, связь. Ну, я сам буду звонить с другого телефона. Вот. Надеюсь, баланс хватит. Если это заграничный, могу и со спутника позвонить. Если надобность будет. Примерно так.
А так могу предложить вот такое. Показываю ножик. Разыграя этот ножик, например. Вот этот ножик. И вот этот обладатель этого ножа лежит здесь. Так пойдет? То есть человек уже посмотрел, да? Ну, самый оптимальный вариант. Человек посмотрел, какой там свет, то все. И говорит в своих мыслях, вызывай его. А, это мой. Давай ко мне. Достаю билетик. Звоню. У него отключается телефон, звонок, какой-то номер. Алло, алло, привет, привет. Поздравляю, поздравляю. По-моему, самый лучший вариант такой. Угу. Сейчас часик перевалит на почти. Самое главное, все участвовать должны. Да, и у всех, наверное. Но данный эфир идет с моего мобилы. А там уже из другого номера буду звонить. Так как если отсюда звонит, что связь прервется и все, купец. Окажусь, скажут все, окажусь врагом народа, кидалой и так далее. Это мы умеем. Да, пора. Наверное, в Питере тоже парикмахерская есть, надеюсь. Да, ребят, не спешу. Все под контролем. Потихоньку. Когда вышел фильм «Храброе сердце», Уильям Уоллес хотел быть похожим на него. Вот. И решил отрасти волосы. Там у них красиво, там, вау. А какой, представляете, мне был? Прическа какая была. Вот так. А волосы как пружина. Да, знаю, ребята. Повторюсь. Те, которые спешат, можете отключиться, заняться своим делом. А я до конца добью, всех номеров засуну, вот и начну. Ну, как бы ни старался, всей семьей на ногах, там тут же фабрика крутит. Сейчас принесут. Оврал был у меня, вот поэтому такие затяжки. В прошлом розыгрыше я заранее каждую неделю выходные все напечатал, сразу баночку, а сейчас уже никак. Днем и ночью пахал, а вот перед фактом только человек, как честно расскажу вам, кручусь, вертюсь, не забыть бы никого. Ничего, нынешний рекорд, если не ошибаюсь, 21. Вот. Последние дни, последние номера не мерил, не измерил. Но как фиксировано заранее, столько. И немало, должен сказать, приобретали билеты по одной. Немало из них
1/5 отправляет с того же номера не один раз. Вот. То есть некоторые не поняли, представили себе машинку, я не знаю. Если отправляю этот номер, то печатает. Если отправляю 2 раза, тогда 2 билета получается. Этого я не объяснил в своем ролике. Даже суммы не огласил. Вот. А так, сейчас, да, народ, как говорится, проснулся. Да и пиар-компания показывает, доказывает, что прошла успешная. Вот. С помощью вас, дорогие мои клиенты, будущие, настоящие. Вот. Трудно быть человечищей. Да, и никто не говорил, что будет легко. Угу. Та-да! Бог помощи, ребята. Бог помощи, это сила. Так. Бог помощи, это сила, ребята. С моей одной рукой, то есть 2 руками, процесс шел бы 3 часа. Валерий согласен со мной. А я вот с помощью своих подтянул. Да. Осталось всего ничего, ребята. Терпение, как говорится, благодетель. Как только вот здесь закончу, начнем. И, честно говоря, тоже очень ждал этого дня. Как и вы. Честно говорю, я волнуюсь. Каждый раз все равно волнуюсь. Вот. И все равно есть такое слово: всем не угодишь. Это есть. Кто-то замечает, кто-то не замечает, кто-то, несмотря ни на что, все равно негатив ищет. Дизлайкеры, как бы говорят новым языком. Что не делаешь, как ни крути, все равно им не нравится, все равно плохо там и так далее. Да, ждем, ребята. Немножко осталось. Штук, по-моему, 20 или меньше. Ну, главное, что все будут тут. Это меня, чтобы у всех шансы были разные. Крючочек найдет свое. Крючочек. Ну, без них жизнь как-то не очень интересно было бы. А то все как в раю. Хорошо, хорошо. Супер, супер. Но если по-простому думать, если плохого нету, то получается и хорошего тоже нету. То есть понятие как хорошее. Если плохое есть, после плохого приходит хорошее, вот это значит хорошее.
А если всегда хорошее, то это уже не хорошее. Уже как-то мало верится или ощущается, я не знаю. Если думать только о плохом, и плохое, 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 но любая хорошая получается тоже нехорошим. Первые только секунды. А это, но все-таки это. Но я о своем это. Новые подписчики, наверное, удивляются. Да что там философия, так и есть, Марат. Ты еще там пишите, что еще там пой перед экраном, да? Я не умею петь. Я люблю слушать. Но слушаю я хорошо. Но если нет чем сравнить, если нет чего сравнить, то получается это. Если в одном доме есть одно окно, то там точно светло, правильно? Правильно. И очень самое важное, самый главный рейтинг только у этого окна. Правильно? Правильно. Но если во всем доме, по всему периметру окна, то это хорошо. И рейтинг какой будет? Нафиг я пойду туда, если здесь окно. Есть куда смотреть. А если окно по порядку, тут есть, да, есть. Там есть, да, есть. А тут дверь. О, и в туалете, и в бане окно. Вот, думайте сами. Решайте сами. Ну, вот, в каждом негативе должен быть плюсик. В каждом плюсе есть и должна быть минус. А иначе это не гармония. Одно такое селое, светлое, серое понятие. Ого, ого, ого. Что там? Так и есть. Банка половина заполнена. Я буду крючком посередине, по дне. Бачите, мали? Блін, на ночувар. Колыму. Вот так вот. Ну, Марат. Марат. А я не употреб. Извини, разочарую. Как говорится, некогда. А бани люблю. Особенно париться. Люблю. А кто не любит? Наверное, самый длинный эфир на этом канале. Больше часа. Человек сидит и говорит. Ну, и там тоже говорят. Наверное, по-любому сдал все экзамены по ораторскому искусству. Кто согласен? В течение часа говорит и говорит. Это долгое время. Целый час. Ну, ребята, моя вина, признаюсь, не успел. Но до конца довести должен.
должен. И доведем. Мне только интересно, вот нас вроде 3000, да, что приобрели 103 человека билеты. Вот это мне интересно. А остальные где 2900 подписчиков? 3038. Из них только 100 в прямом эфире. Интересно. Осталось чуток, и мы начнем. Потяните там своих. Отключите микроволновку. Выключите чайник. Уединитесь в комнате. Если маленькие шумят там. Сейчас начнем. Но будем звонить мы откуда-то. Так, подожди, дорогой, подожди. Проверяем балансик. Сейчас второй телефон притащу. О, из этого телефона говорить нельзя. Ну вот, ребят. Для тех, кто терпеливый, осталось только. Сейчас возьмем трубу и позвоним победителю. Наверное, эту запись я удалю, да? Или мне повторить запись? Как думаете? Я бы хотел от себя позвонить. А то телефончик-то один. Балансом оказывается. Что показывать? Угу. Ну, если загрузит сил. Ладно. Будем смотреть мою крутую прическу, которая называется «Моя прическа отдыхай расческа». Сейчас попросим телефон и позвоним. Ой, ребята, наконец-то. Устал, но сделал.
Даже говорить говорить трудно мне. Капец устал. Капец. Третий день днем и ночью. Еще наш лот знаменитый. Ради вас. Ну что, первую разыграем или вторую? Давайте выберем. Вторая это у нас вот такая. Первая у нас вот такой. Знакомый звук. Эльмакс, длина почти 14. В темном, глухарь. Бычьем хвосте. Осталось у меня 5-6 билетов. Давайте решайте. Первую, вторую, первую, вторую, вторую, первую. Тут выбрать-то нечего. Раз, два и все. А в следующем лоте уже номер вытащим. Он будет сам выбирать. Вот такое удовольствие. Из 5 нигде нет таких ножей, и ты выбираешь сам. Было бы такое. Ну, первая, вторая. Какую? Первую или вторую? Первую? Ладно, тут это не посчитаем, сколько там будет. Кто за то, что первый лот разыграть? Поднимаем руки. Осталось 2 билета. Раз, два, 3, 4. 7, 8, 9. Всего 9. 10. 1/10 только от 100. Ладно, разыграем первую. Так, ну чё, первое так первое. Тут я немножко пространства соберу, чтобы был виден. Видели? Горлышко видно? Видно. На секунду отлучусь за телефоном. Никуда не уходите. Никуда не уходите. Кто-нибудь банку трогал? Кто-нибудь трогал? Признавайтесь. Так. 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 Телефон есть. Ну чё? Добрый вечер, уважаемые подписчики. Наконец-то 111 онлайне разыграем первый лот. Эльмакс в темном
Бычий хвост в темном. Смотрите, что такое бычий хвост. Никаких швов, никаких козявиков, изъянов. Полный ланклюзий. Конский волос. Кап березы. Со ставочкой. Клеймо мастера. Кованый дол. Сатинирование. Длина 13,9 сантиметров. Выиграет этот номер. Волнуюсь. Волнуюсь. Ну, давайте, ребята. Я тоже устал. Поплюнем на крючочек. Ну, как бы, на червя там или нет? Стоит, не стоит? Молчите? Ладно. Горлышко видна? Видна. Будем искать билетики. Нету. Нету. Самому интересно, кому же наконец-то пойдет. Так, интересно. Ого, вот он. Так, интересно. Смотрим. Рука не исчезла, надеюсь, с экрана. Ну что, задом наперед или как обычно? Номер как считать? Задом наперед. 8. 8. Не, необычно, это задом наперед. У кого есть номер 8? Угу, хорошо. 7. Два. 3. 9. 9. 3. 0. 5. 9. Номер не местный, но российский. 950 399 32 78. Не смотришь? Не смотришь? Баночку закрываю. Смотрите. Сейчас попробуем набрать. Надеюсь, поднимет. Слава богу, жена разрешила свой телефончик. 50. Так. 9. 32. 78. Звоним. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит компания Брдыка. Рад слышать тебя. Как поживаете? Смотрю и радуюсь. Скромный какой. Ну и куда идет? Ну и куда же идет этот красавчик? Куда идет? Бурятия. Красава. Сколько билетов приобрели? 10. Сколько? 10. Красава. То есть такой красавчик за 1000. Правильно? Ну, получается так, да.
Ну вот, ребята, повезло. Как звать, величать? Алексей. Угу. Ну что, дорогой Алексей, поздравляем вас. Всем миром смотрим. Спасибо. Наконец-то через час 20 нашелся победитель. Поздравляю я лично сам. Очень рад, что наконец-то первый лот разыгран. Будьте добры. Спасибо, да. Заказы буду, у меня еще заказ, вы сказали, в апреле, да, будет? Да, в апреле. Да, у меня там, ну все, тоже ждать буду. Но это я сегодня, Так, то есть завтра отправлю. так, адрес, как вам, что подсказывать или как? По WhatsApp напишите. Прямо сейчас Ага. можете. Угу. Хорошо. Все, добре. До Все, свидания. спасибо. Поздравля- Рад, спасибо. Повезло. Все, ребята, ножик уходит в Бурятию. С сертификатом Алексей Везунчику. Адрес напиши, дорогой. Я завтра утром на почту как раз отправляю. И твой ножик тоже отправлю. Ты мне напиши. Ну что, играем дальше. Смотрите, руки чистые. Вот баночка. Тут никого нету. Я сам один. Ловись, рыка, босая или мала. На лоте этот красавчик. Единственный в мире. Сейчас. Вот чистенько тут. Смотрим. Оп. Вот чисто. Сейчас мы сюда-сюда, чтоб претензий не было. Пусть повезет. Давайте спорить. Хозяином будет женщина второго лота. Кто согласен? Но если будет мужчина, то отправителем точно будет женщина. Никто не верит? Давай посмотрим. Этот дух нажать, что-то меня про это говорил. Ай, да ладно. Не то. Должен он садиться. Да как же так? Это так не считается, ребята. Он должен войти конкретно в этом крючочке. Мы заранее, и в тот раз так было. Он обязательно должен войти. А то сорвется еще. О! Вот она. Вот так должно быть. Так что не спорьте. Смотрим. Баночки закрываем. Вот так должно на крючочке сидеть. Чтоб спору не было. А то по бокам там по два и может быть залезть. Ну что, ребята, номер у меня в руках. Сейчас будем задом наперед. И последняя цифра 6. 9. 96 последняя цифра. У кого? Да. Ребята, я ошибся. Не-не-не, ребята, я ошибся. Я покрутил не с той стороны. Вот поэтому.
Так что придется все прочитать сначала. Вот билетик. У меня тут батарейка тут села. Смотрите, у меня все на руках. Подключил телефон. Вот билетик. То есть буду читать спереди. Так закручено, вот поэтому спереди. Повернул. Не задом наперед, а спереди. Хахлы-мухлы. 9. Первая цифра, как известно. Потом 6. Это уже код. У кого? Два. Семь. Три. 5. 3. Неужели никого? 4. 6. 1. Ничего, Баир, в следующий раз. 962. Да, похоже на Якутию. 73. 53. 461. Обладатель второго ножа. Сейчас узнаем. Надеюсь, на связи. Или на вахте. Нету, да? Похоже, мужик. Ну, оплатил-то жена. Сейчас узнаем. Кто там, кто там. Надеюсь, связь есть. А то Билайн, походу. Вот тут у нас Якутия как-никак. Телефон абонента занят. Оставьте сообщение после сигнала. Странно. Очень странно. Очень странно, очень странно. Давайте еще раз. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Наверное, не тот номер, поэтому не берут. А я об этом и говорил. Хотел поменять правила. Но большинство не приняли. Правильно? Если бы на этот момент уже позвонили. Сейчас бы уже тащили уже другой номер. Понимаете? Нашелся бы уже другой хозяин. Если вы позвонили потом, это уже они уже в пролете, как говорится. Ладно, третий раз позвоним. А еще они сегодня вечером позвонят сюда на номер неизвестный. Кто вы. Но это не мой номер, правильно? Ладно, Бог любит троицу. Давай еще раз позвоним. А так номер Билайн. Походу Республика Саха. Ну что сегодня, воскресенье? На бане, что ли?
или беззвучном режиме лежит на сумочке. Да. Да. Так что подумать. Абонент не отвечает. Ну, вот, не Оставьте сообщение после сигнала. Так, номер победителя. Не отвечает. И у всех есть такой же вопрос, как и в прошлый раз. Сколько натекло? А нынче у нас вот так. Я округлил. И эту сумму, честно вам говорю, я отправить хотел, но в связи с тем, что был очень занят, не нашел. Человечка походящего не нашел. Я рассчитывал и хотел сделать... Да, это хорошая, великолепная сумма. Вот, хотел сразу отправить сегодня. Но, как вы все знаете или не знаете, в эти дни очень у меня аврал конкретный. И не успел найти человека. Вот поэтому даю слово, а мое слово закон. Я очень принципиальный человек. Те, которые не знают, 20 апреля 20:00 сразу в начале эфира мы начнем с этого. То есть эта сумма сразу отправим в начале эфира 20 апреля. Вначале сразу отправим и потом разыграем. Напоминаю, 20 апреля 20:00 в этой же месте буду разыграть ножей из разных сталей, из разных модификаций. Вот. И по временем, по ходу мы еще остановимся. Условия те же. Шоу продолжается. Эти билеты аннулируются. Все заново делается. Вот. И куда пойдут эти средства апрельские, я уже в начале эфира сказал. Надеюсь, поддержат, не поддержат. Но я уже сказал. Вот. После этого эфира посмотрите. Я еще должен поблагодарить, обязательно должен поблагодарить новых участников, новых подписчиков. Нашли время, подписались, нашли. Вот. И наконец-то свершилось то, что затея. Хозяина этого ножа я найду. Вот. По возможности видео сниму. А то уже с завтрашнего дня я в дороге. Вот. И репортаж начну 20 числа, надеюсь, или 19. Посмотрим. Зрители Санкт-Петербурга новой прически приду. В Санкт-Петербурге жду. 21 по 24 экспо-форуме. Вот. Третий павильон, 55-й стенд. Вот. Короче, коридор. Посередине самого большого коридора буду стоять. Небольшая, не надо сказать маленькая лавочка, а конкретно уже солидная. Вот. Там буду я ждать. Все новые, все свежие идеи начинаются с Питера. Все мои изделия буду вставлять в открытую. Так что охотно зовите друзей, подтяните своих, близких, знакомых. Вот. И надеюсь, на клинке что-нибудь останется до клинка. Всех приглашаю на выставку «Охотник рыболов 2019» экспо-форуме. Вот. 21 по 24.
Вот и все, ребята. У меня пока. Спасибо за удачу. Спасибо за участие, ребята. Спасибо тем, кто не захотел приобрести билеты, а просто помогал. Эту сумму 20 апреля я найду человечка. Именно человечка, которому мы будем помогать. Вот. И уже эта сумма пойдет реально на помощь. Вот, на помощь. Хозяйку этого ножа позвоним. Я специально покажу номер. Действительно ли этот. Если ты видишь или посмотришь. Вот твой номер. Вот. И покажу. По возможности сниму видео. Но рано или поздно она позвонит. Или он, кто оплатил. Вот. Так вот. Всем спасибо за терпение, что были со мной в течение 1,5 часа. Спасибо, ребята. Встретимся. Всем удачи.